Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента и Кабинета министров в Конституционном суде Молдубаю Алмазбеку Таулдевичу. Микрофон включите. Здравствуйте, уважаемые судьи. По поводу сегодняшнего дела наша позиция заключается в том, что мы считаем, что часть 3 статьи 44 закона о местной государственной администрации и органах местного самоуправления не противоречит Конституции, а именно частям 1 и 2 статьи 15, части 2 статьи 45 и частям 1-2 статьи 61 по следующим основаниям. Я до этого, выслушав стороны, шел к одному выводу, что мы как будто на разных языках говорим. Мы должны сейчас, основанием для этого дела стало распоряжение мэрии, постановление мэрии от 12 апреля номер 60, этого 24 года. Но почему-то мы не стали говорить о том, что 5 июля в это постановление были внесены изменения. И, соответственно, когда сегодня в зале звучат, что мэр отменил право собственности, я не согласен с этим в силу того, что Конституционный суд и мы должны рассматривать действующую редакцию нормы этого постановления. Действующая редакция этого постановления говорит признать, а именно отменить согласно приложению следующее в первой редакции. 5 июля было написано, что отменить в судебном порядке. То есть мэрия 5 июля внесла соответствующие изменения, и, соответственно, вопросы, которые поднимает обращающая сторона, они отпали, потому что мэрия внесла изменения и сказала, что подлежат отмене старые предыдущие документы только в судебном порядке. Соответственно, требования статьи 24 этого же закона, который оспариваемый закона, они соблюдены. Мы говорим о том, что да, мэр не имеет права лишать людей собственности, но на сегодняшний день в нынешней редакции данного постановления собственность подлежит отмене в судебном порядке. То есть как того требует Конституция, как того требует закон Земельный кодекс, как того требует закон об административной деятельности, административных процедурах. То есть на сегодняшний день, в принципе, данное постановление в редакции 5 июля, она не должно вызывать ни у кого сомнений в том, что мэрия, я сейчас не готов обсуждать редакцию от 12, сравнивать редакцию от 12 апреля и 5 июля. Мы говорим действующая редакция от 5 июля. Соответственно, в действующей редакции этого постановления мэрии написано «отменить в судебном порядке». Слово «согласно приложению» исключить. То есть мэрия будет по каждому постановлению о выделении земли в чью-то собственность, передачи безвозмездно, с торгов, с аукционов, как бы то ни было, каждый индивидуальный случай будет рассматриваться отдельно, соответствие службы будут обращаться в суд и проходить через судебную инстанцию, как того требует Конституция, Земельный кодекс, Кодекс об административной ответственности. Поэтому наша позиция с учетом редакции постановления мэрии от 5 июля, мы считаем, что закон не противоречит Конституции, потому что именно часть 3 статьи 44, потому что в 24 статье этого же закона написано, что органы местного самоуправления не вправе сдавать акты или совершать действия, которые противоречат Конституции, законам, другим нормативно-правовым актам, которые создают угрозу конституционному строю, национальной безопасности, нарушают целостность. В том числе здесь речь идет о том, что нарушают Конституцию. В Конституции написано, что собственность неприкосновенно может быть лишена только на основе судебного решения. Поэтому на сегодняшний день статья 44, часть 3, в части полномочий мэрии, органов местного самоуправления, который позволяет им отменять и изменять предыдущие решения, они не противоречат, поскольку есть ограничительные меры и то, что я перечислил. Кроме того, мы учитываем также сегодня представители обращающей стороны сказали, что закон об основах административной деятельности, административных процедурах, а именно часть 3 статьи 57 говорит, что
Административный акт не отменяется со стороны принявшего этот акт административного органа и его вышестоящего органа, если отмена административного акта может повлечь изъятие имущества помимо воли собственника. В этом случае административный акт признается недействительным в судебном порядке. То есть на сегодняшний день редакция постановления мэрии от 5 июля именно как раз соблюдает, он исполнен, то есть имеет нынешнюю форму в форме того, что надо обратиться в суд. И, соответственно, поручение структурным подразделениям мэрии обратиться в суды и по каждому делу провести судебный процесс, то есть с привлечением заинтересованных сторон, ответчиков. Это соответствует духу и форме нашей Конституции, законов на сегодняшний день. У меня все. Алмаз Таулдиевич, Да. я вам вот что хочу сказать. Что касается самого постановления и основания, которое послужило для возникновения предмета конституционного судопроизводства. Да? На сегодняшний день, до сегодняшнего дня, предмет нуждается в том, чтобы осуществился конституционный контроль. Вот по какой причине. Потому что именно формулировка той нормы закона о местной государственной администрации и самоуправлении, оно дозволило, чтобы принимать. И здесь не только в мэрии, у нас есть и другие мэрии, и другие органы местного самоуправления. И для того, и поэтому-то и суд и пришел к выводу о том, что существует неопределенность в понимании применения этой нормы права, которая является предметом рассмотрения. Поэтому мы и рассматриваем. То есть говорить о том, что необходимость отпала и, скажем, нету никаких оснований для принятия по этому поводу решения Конституционного суда, я полагаю, что это не совсем правильно. Нет, в данном случае я не хотел сказать, что мы неправильно рассматриваем. Нет, здесь никто не оспаривает. Я имею в виду в части того, что вот именно в той интерпретации, когда мы сегодня обсуждали, здесь же шло, что мы обсуждали, получается, редакцию от 12 апреля. Ни представители заявителей, ни ответчики. Да, это не только этот кейс. Для Конституционного суда не только этот кейс. Это вопрос в том, да, вопрос права. Да, насколько полномочия установленные, пределы этих полномочий, насколько вызывают эту неопределенность или нет. Это чтобы и всем участникам, и в частности вам было понятно в данном случае, почему это дело на сегодняшний день является, как бы рассматривается Конституционным судом. Так,